Здравствуйте, дорогие участники жюри. Меня зовут Ларенов Любомир, я ученик 7 Б класса МУЗОШ номер 1. Моя тема — повести в стихах Люция Нестерова по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Цель — изучить повести в стихах Люции Нестерова, являющиеся приложением прозы Пушкина. Задача — изучить теории по теме исследования, сформировать тезаурус, ознакомиться с биографией Люции Нестеровой, прочитать, проанализировать повести Пушкина, научиться работать с электронной библиотекой, провести сравнительный и композиционный анализ отрывков произведений Нестеровой, Сильвио и Пушкина «Выстрел». Объект исследования — повести в стихах Люции Нестеровой. Предмет исследования — сравнительный анализ произведений. Практическая значимость исследования может быть использована на уроках литературы. В ходе исследования мы сформировали тезаурус. Это я с моим руководителем Любовью Геровной, вместе с Люцией Дмитриевной. Нестерова Люция Дмитриевна, поэтесса литературы, кандидат филологических наук. Это план, составленный для работы с электронной библиотекой. Это отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел», а это из произведения Сильвио. Формированный анализ сравнения. В ходе работы мы поняли то, что сюжет и герои в обеих произведениях абсолютно одинаковы, но Люция Нестерова придерживается короткого рассказа. Это сформированный композиционный анализ. В ходе исследования мы поняли то, что рассказчик раскрывается намного лучше в произведениях Пушкина, чем в произведениях Люции Нестеровой. Вывод. Изучили теорию по теме исследования, сформировали тезаурус. Ознакомились с биографией Люции Нестеровой, прочитали и проанализировали повести Пушкина. Научились работать с электронной библиотекой. Провели сравнительный анализ произведения Люции Нестеровой «Сильвио» и Пушкина «Выстрел». Анализ выявил, что в повести в стихах Люции Нестеровой образ рассказчика обрисован только в общих чертах. Для целостного понимания концепции повести Белкина советуем прочитать оригинальную повесть «Выстрел» Александра Сергеевича Пушкина. Всем спасибо за внимание.